Новые блоки теплиц стали намного выше и светлее за счет другой формы крыши, на которой не скапливается снег, не пропускающий солнечные лучи, а также увеличенного количества ламп. Их стало в 4 раза больше. К тому же высота потолка позволяет подрасти веткам и дать более богатый урожай. Так, при полной мощности всех тепличных блоков первой и второй очереди и идеальных условиях для урожая в день будет производиться около 2 тонн овощей. Все-таки основной интерес проявляем прежде всего к технологической составляющей, которая позволяет построить тепличный комплекс в условиях вечной мерзлоты, в условиях очень сильного перепада температур и при этом сделать этот объект таким, который позволит обеспечивать местных жителей вкусными, полезными и надежными продуктами питания в течение всего года. В принципе, первый опыт оказался положительным, поэтому в отношении других нескольких проектов, я думаю, мы тоже рассмотрим такую возможность. Другим главным отличием второго этапа комплекса и нововведением Сайюри стало появление отдельного блока для рассады и выращивания салата. В день возможно производство 500 штук. Первую партию высадили уже на этой неделе. Салат выращивается методом потопления. Это когда сначала растение высевается на кассету, где установлено 54 ячейки для растений рассадные. Поливается верхним поливом форсунками. Вторая очередь строительства тепличного комплекса завершится к концу марта. Начало строительства третьей очереди уже запланировано. Всего построить 4 дополнительных тепличных блока. На реализацию масштабного проекта необходимы около 750 миллионов рублей. Банк Японии для международного сотрудничества готов профинансировать проект тепличного комплекса посредством предоставления 3-ступенчатого кредита Сайюри. Наталья Колесова специально для рубрики «Пульс экономики».